Крыша готова. Со дня на день ждут поставку окон. Строители время не теряют, заливают полы. Реконструкция стартовала еще в прошлом году. На объект подрядчик вышел в августе. Финиш не за горами. Мы свои работы, в принципе, можем закончить. Вот свои бетонные работы, окна, ворота. Благоустройство нам месяц. Это в лучший, в хороший самое. Стоило оборудование расставить. Рассчитан телятник на 350 голов. Будет свое родильное отделение и ясли для рогатых малышей. Беспривязное содержание и автоматическая система навозоудаления. Новый объект позволит хозяйству запустить полный производственный цикл от осеменения до получения молока. Когда мы принимали решение по данному объекту, были разные мнения. Снести все, построить с нуля все заново. Да. Но все же оставили колонны, оставили площадку под ним, потому что заново выделить землю под строительство очень тяжело для фермы. А тут мы на тех же фундаментах. А еще телятник позволит разгрузить ферму, где сегодня ютятся и дойное стадо, и подрастающее поколение. Рассчитана она на 240 голов, но по факту доят всего 180. С вводом нового объекта свое место молодежь уступит высокопроизводительным коллегам. Подобрали уже и команду ветеринаров для телятника. Мы будем растить свой молодняк ремонтный, чтобы не закупать это в других хозяйствах. Ну и, безусловно, это в дальнейшем нам позволит, как говорится, в перспективе, как говорится, тоже стоит задача такая, может быть, дерзкая, чтобы стать племрепродуктором по холмогорской породы. Общая стоимость объекта – 52 миллиона рублей. Львиную долю затрат покроет субсидия из республиканской казны. Помимо пашги, поддержку от регионального Минсельхоза получат еще 10 проектов из Ижемского, Кайгородского, Карткировского, Прилузского районов и Ухты. Виктория Палкина, Артем Соколов, телеканал Юрган, Сыктывдинский район.